Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Валерий Кварча награжден орденом Октября первой степени. 75-летний юбилей отмечает спикер Народного собрания Абхазии. Отчет о работе без скидок на пандемию. Расширенная коллегия Генеральной прокуратуры по итогам 2020 года прошла с участием президента Абхазии. Уникальность темы в самом материале. Джин Чурей защитила докторскую диссертацию в Абхазском государственном университете. Валерий Кварча награжден орденом Октября первой степени. 10 февраля свой 75-летний юбилей отмечает Валерий Еремеевич Кварча, спикер Народного собрания парламента Абхазии. Академик Академии наук Абхазии, главный научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Гули Академии наук Абхазии. Лауреат Государственной премии Республики Абхазия в области науки имени Дзидзаря, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Абхазия. Валерий Кварча сегодня чествовали в стенах Народного собрания. Поздравить юбиляра пришли представители высшего руководства страны во главе с президентом Абхазии Асланом Бжани. Слово Виоле Барганджи. Видный общественный и государственный деятель республики, спикер Народного собрания, заслуженный деятель науки Абхазии, профессор, доктор филологических наук, лингвист, историк и автор целого ряда научных исследований по теме родного языка Валерий Кварча сегодня празднует свое 75-летие. С такой знаменательной датой юбиляра поздравили представители высшего руководства страны во главе с президентом Абхазии Асланом Бжани. يخو حرب يقوب تقلزاش وجباع كبزبان يوبلتها وانا شرتخوب بامش أبو بزيرة كرشكسا أبسنت ربزية حرد أخوما بس عام تتصد وبيعيقوش قوك سابخد وسانوب شابساخد عامتا خنيبيوخ шукса сейчас считается. Это средний возраст. Как раз к этому возрасту ауют швед, их швед, и бзен, и потик шамук шаяо, и дикулу абхарак и хайрацоб, яха яшахот, убриза куранвайд, водахна алартахуб, сигрил гурегат, учат, топ асарстахуб. Шубстаза разагизсказ, шушлареш, карьера мацавракон, пишет ушуму. Чтобы стаза разыги и нубала радвипу по джиба дудза ишбыз джиба ишбыз зыги бзабана шханткары шужлы ерпылана ехея попусы звука радвипу и всех еще так бзира угамч шнапызлакус козагейхцера дудза концвифита. По указу президента республики за заслуги перед Отечеством Валерий Еремеевич Кварча награжден орденом Октября первой степени. 75-летием Валерия Кварча поздравили и коллеги, народные избранники. Абрихаца и цари наркна, и хава цара дентази наркна, я абсара абсназахан, акпара натаз акпаратахан хшила натаз хшила дгилан, рызен беди абсназахан, абрихаца дараз джаба расшойом. Айбишра яналагоз. Айбиш рапха иҟаҵаз аԥсуаа рхеидгала аидгылара ҳаиҟарҵаз идызгалаз аибашьра иааираҿы даара џьабаади иаларҵаз даара ирацәоуп. Валерий Еремеевич уажәлар урыгымзаат даҽа шәыхшықәса нас ҳарҭ иақәшәоугьы иудҳныҳәало аамҭа анцәа уаҭәеишьат агәабзиара умазаат. Валерий Еремеев гәыԥзгала ишәыдысныҳәалоит шәимшира. В такой день поздравления в адрес спикера парламента Абхазии Валерия Кварча направили и зарубежные коллеги. Уважаемый Валерий Еремеевич, поздравляю вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. С уважением, председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Также поступили поздравительные телеграммы от председателя Народного совета Луганской Народной Республики господина Мирошниченко, от президента Академии наук
Республики Абхазия Зураба Джапу, от секретаря Совета Безопасности Республики Абхазия Шамба Сергея Мироновича. И мы знаем, что готовится личное поздравление председателя Верхней Палаты Российского парламента Валентины Ивановны Матвиенко. Мы ждем с минуты на минуту телефонного разговора Валерия Еремеевича с Валентиной Ивановной. Руководитель аппарата парламента Вадим Жани от лица всех народных избранников также поздравил спикера со знаменательной датой, отметив его вклады как в общественно-политическую, так и в научную жизнь республики. Шара шыԥсҭазааратә мҩашьақәгылоуп хаҭалатәи аихьӡарақәа, ақәҿиарақәа рыла, ибеиоуп акрызҵазкуа ахҭысқәеи аԥышәарақәа рыла. Урҭ зегьы Аԥсны аҭоурых иадҳәалоуп. Аԥсадгьыл абзиабара уи атрадициақәеи акультуреи. Шәара аполитикатә усзуҩ иаҳасаб ала шәышьақәгылара мҩаԥысуан Аԥсны жәлар рмилаҭтә хақәиҭра қәԥара аамҭа хьанҭақәа раан. Шәара шәыруаӡәкуп Аԥсны Аҳәынҭқарра аиҭашьақәыргылараҟны ароль дуӡӡа назыгӡаз ауаажәлар аполитикатә еиҿкаара аидгылара аԥҵаҩцәеи анапхгаҩцәеи. Шәыԥсҭазааратә позициа бзоурахеит зқьи шәиԥшьыни жәижәаҩаԥшьыни жәижәаха шықәсқәа рзы Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра шықәса хьанҭақәа раан Аԥсны Аҳәынҭқарра иреиҳаӡоу Асовет Аԥсны Жәлар Реизара апарламент актәи ааԥхьара депутатс шәалхра. Апарламент аусура иацҵо Аԥсны Жәлар Реизара апарламент аилазаараҟны аԥшьбатәи ахәбатәи иара убас иахьа аус зуа афбатәи ааԥхьараҟны шәара ҳаҭыр шәаԥсахеит шәколлегацәа депутатцәа реиԥш атәыла напхгара, анагӡаратә, аӡбаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа. В этот день не остался без внимания еще один парламентарий республики. Свой букет из красных роз Валерий Кварча без раздумий вручил единственная женщина-депутату Наталье Смыр. Я просто от имени, наверное, всех наших коллег, Валерий Еремеевич, от имени себя лично, я правда хочу сказать, что вот я сидела, смотрела ваши кадры, вот показывали, и вот вам сегодня такой юбилей, такой знаменательный день. Я хочу сказать, что вот знаете как, вот что можно сказать о Валерии Еремеевиче, да? Это вот получается, что новейшую историю Абхазии делали такие люди, как вы. И сегодня вот работая с вами, вот 4-й созыв ваш, вот и тот вклад, который вы внесли в наше национально-освободительное движение, вообще в развитии жизни, истории, культуры Абхазии, это очень ценно. Я от всей души благодарю вас, я правда вас очень люблю. На сегодняшний день Валерий Кварча удостоен множества наград и почетных званий. В их числе государственная премия имени Дзадзария, почетная грамота Верховного Совета Абхазии и парламента республики, орден Ахсапша 1, 2, 3 степени. А также Валерий Еремеевич является кавалером Артийского ордена с присуждением почетного звания, лауреат 7-й Иртиады народов России в области науки. Виола Барганджия, Раму Камки, Абазатова. Поздравление юбиляру от имени Президиума Академии наук Абхазии за подписью президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа, в частности, говорится: «Сердечно поздравляем вас с 75-летием. Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов на нелегком поприще ученого и политика, многих сил и поддержки друзей и близких. Пусть ваша мудрость и энергия, ваши способности объединять и сплачивать людей служат процветанию и нашей науки, и нашего государства». Валерий Кварча – автор целого ряда научных исследований по самым актуальным темам языка, топонимики и истории абхазов, которые были изданы Абхазским институтом гуманитарных исследований в 2019 году. Это собрание трудов в 7 томах. Том 1 – лексикология. Том 2 – топонимика, госграница. Том 3 – топонимика Абхазии. Том 4 – историческая топонимика. Том 5 – этническая история. Том 6 – история, демография 19-20 века. Том 7 – выступления, интервью, отзывы. «10 февраля президент Абхазии Аслан Бжани подписал распоряжение об ограничительных мерах, введенных из-за коронавируса. С 10 февраля по 10 марта включительно в республике запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и других объектах общепита. Проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Работа спортивных объектов за исключением организации проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе.
Работа спа-салонов, массажных салонов и саун. Деятельность образовательных кружков, танцевальных репетиционных залов в закрытых помещениях. Деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений. Запрещено перевозить в общественном транспорте пассажиров без масок. При этом водители также обязаны быть в масках. Школы. С 15 февраля разрешена деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций начального образования для учеников 1-4 классов включительно. С 22 февраля к учебному процессу допустят учеников 5-11 классов включительно. Общепит. С 15 февраля кафе, бары, столовые и рестораны могут принимать посетителей, но только на открытых террасах и верандах. С 22 февраля разрешено принимать посетителей внутри помещений, но при условии расстановки столов с соблюдением социальной дистанции и заполняемости не более 50%. Учреждения культуры с 15 февраля могут возобновить деятельность театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, но с учетом всех санитарных норм и требований. Рекомендовано воздержаться от посещения культовых объектов, религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. Сообщение оперативного штаба от 9 февраля. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 411 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 51 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11 869 человек. 184 летальных случая, выздоровели 10 867 человек. Российская вакцина от коронавируса в ближайшее время будет поставлена в Абхазию. Об этом в День дипломатического работника России сообщил журналистам чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Утром 10 февраля в здании посольства России в Абхазии с участием министра иностранных дел Абхазии Даура Кова состоялось возложение цветов к траурной стеле, установленной в память о супругах Вишерневых, убитых в Сухуми в 2013 году. Подробнее Анастасия Никонова. День дипломатического работника указом президента России Владимира Путина учрежден 31 октября 2002 года. Проводя исторический экскурс, нужно отметить, что основой этой даты стал день создания первого внешнеполитического ведомства России, посольского приказа, самое раннее упоминание о котором зафиксировано 10 февраля 1549 года. 8-й год дипломаты в посольстве России в Абхазии свой профессиональный праздник начинают с возложения цветов к стеле в память о коллеге Дмитрии Вишерневе и его супруге Ольге, убитых в Сухуми в 2013 году. Я считаю, что это, наверное, не просто дань памяти, а дань тем людям, которые действительно работали на улучшение российско-абхазских отношений, на то, чтобы наши страны еще более были дружны. Алексей Двинянин отметил, что подписанный с Министерством иностранных дел Абхазии меморандум о внешнеполитическом взаимодействии успешно реализуется. И я считаю, что за этим будущее. Коронавирусная инфекция, к сожалению, внесла свои нехорошие коррективы в планы и Российского министерства иностранных дел, и Абхазского министерства иностранных дел. Вот. Я искренне верю в то, что мы совместно, извините за такое слово, эту заразу победим. Сейчас решается вопрос о скорых поставках в Республику Абхазия вакцины российской, вот, что, естественно, будет способствовать улучшению здоровья граждан республики. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кова поздравил российских коллег с профессиональным праздником. Дипломат отметил, что сегодня они несут службу практически во всех точках мира. Но сегодня праздник, и, пользуясь этой приятной возможностью, я хочу поздравить всех российских дипломатов, пожелать, самое главное, крепкого здоровья, пожелать терпения, удачи, побед, потому как мы все прекрасно видим, что сегодня происходит в мире, какие нападки осуществляются против Российской Федерации. Но благодаря профессионализму сегодня представителей внешнеполитического ведомства Российская Федерация
очень четко, с гордо поднятой головой продолжает идти вперед. Дауркова поблагодарил руководство Российской Федерации за своевременную помощь, оказанную Абхазии в борьбе с COVID-19. Приезд сюда мобильных групп военных, которые развернули здесь полевой госпиталь. Все это, конечно же, дает нам возможность без больших потерь пройти этот этап. И я уверен, как вы правильно отметили, вместе мы справимся с этой задачей. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил всех за оказанное внимание и поздравления, отметив, что впереди много работы, направленной на развитие и укрепление дипломатического диалога двух стран. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Руководители столичных школ рассказали о готовности начать учебный процесс. По инициативе главы администрации Сухума Беслана Эшба во второй средней школе прошла встреча с руководителем столичных общеобразовательных школ. Мэр интересовался, насколько школы готовы к началу учебного процесса. Начальник управления образования администрации Сухума Астанда Таркил отметила, что требование СЭС о допустимом количестве учеников в одном классе не более 20 приведет к возрастанию нагрузки учителей, так как вводится дополнительные смены работы. Глава города Беслан Эшба заметил, что если классы просторные, есть возможность на расстоянии друг от друга рассадить учеников, можно было бы разместить и по 20-23 человека. Мэр поблагодарил педагогов за ответственный подход к сложившейся ситуации. Хочу выразить вам благодарность за тот подход, который вы проявили вот в это непростое время. Да? Говорить о том, что и настаивать на том, что образовательный процесс должен быть начат, это в первую очередь касается вас, и вы это озвучили недвусмысленно для всех. И всех нас подвели к тому, чтобы мы на всех уровнях доказывали то, что это необходимо сделать. Спасибо вам за это понимание, спасибо за подход, спасибо за то, что все это время отрабатывали возможные варианты проведения уроков и занятий. Для нас, для администрации, для руководства страны, для того же министерства, для всего общества, главный замер работы вообще всех общеобразовательных учреждений – это уровень знаний наших детей. Какое поколение будем давать нашему обществу. Поэтому на этом прошу всегда заострять внимание. И еще раз всех хочу поблагодарить за подход, за вот такой вот очень правильное понимание ситуации. И табу иду сейчас табу. Встреча была организована по инициативе главы города, который очень волнительно относится после того, как было сказано, что после распоряжения и координационного штаба выход с карантина, подготовка общеобразовательных школ. На сегодняшний день были приглашены все руководители общеобразовательных школ, также заместители руководителей по учебно-воспитательной работе для того, чтобы ознакомиться, как подходит к образовательному процессу после карантина. Встреча была действительно плодотворна, получила результат. Работали все руководители, также параллельно говорили о своих проблемах, все, что происходит в наших подведомственных учреждениях школ и дошкольных учреждениях. Но на сегодняшний день была встреча, связана с тем, что педагоги перегружены, какую ответственность несут в больших школах, чтобы соответствовало нормам, предписаниям СЭС и так далее. Я думаю, что во всех направлениях была проведена хорошая работа, плодотворная, и параллельно хочу сказать, что руководитель города готов поддержать всех педагогов, подведомственных нашим учреждениям. Среди заключенных СИЗО МВД Дранда зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом стало известно из заявления уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл. По информации омбудсмена, несмотря на наличие у заключенных симптомов коронавируса, адекватного реагирования со стороны медицинских работников и администрации СИЗО нет. Уполномоченная по правам человека призвала главного санитарного врача Людмилу Скорик принять безотлагательные меры, направленные на предупреждение и ликвидацию очагов распространения ковид в местах принудительного содержания, и предоставить информацию о принятых мерах реагирования в аппарат уполномоченного. Отчет о работе без скидок на пандемию, борьба с коррупцией, ход расследования громких тяжких преступлений и многое другое обсуждалось на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2020 года.
Она прошла с участием президента Аслана Бжания в среду 10 февраля. В ней приняли участие также секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель Верховного суда Манана Делба, руководитель силовых ведомств, министр внутренних дел Дмитрий Дбар и исполняющий обязанности председателя службы госбезопасности Роберт Киут. Моя коллега Элеонора Гилаян продолжит тему. В 2020 году органами Генеральной прокуратуры во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами республики проделана работа по обеспечению законности и борьбе с преступностью. Так, в 2020 году выявлено более 175 нарушений законодательства. Аналогичный период прошлого года – 150. В целях устранения выявленных нарушений внесено 91 представление. В прошлом году 64. Аналогичный период прошлого года 64. По результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 7 лиц. Принесено протестов 30. К административной ответственности привлечено 15 лиц. 39 лиц предостережено о недопустимости нарушения законодательства. В следственный орган направлено 14 материалов прокурорских проверок для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. Мерами прокурорского реагирования бюджету организациям возмещено более 14 миллионов 472 тысяч рублей. В прошедшем году правоохранительными органами зарегистрировано 762 преступления. Это на 29 больше, чем в 2019. Значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Гулирипском на 30 единиц и в Галском районе на 32 единицы. Сократилось число зарегистрированных преступлений в Гагарском районе на 39 единиц. В 2020 году 124 преступления, за аналогичный период прошлого года 173, что нельзя рассматривать как фактор, свидетельствующий о кардинальном переломе ситуации в данном регионе страны. Отрадно отметить уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений. 288 единиц из общего числа зарегистрированных преступлений, что составляет 38%. Раскрываемость тяжких преступлений по расследованным и направленным в суд делам составляет 45,5%. По оперативным данным, то есть с учетом лиц, объявленных в розыск, местонахождение которых не установлено, 59,4%. В структуре массива зарегистрированных преступлений значительную долю продолжают составлять кражи и незаконный оборот наркотиков. За 2020 год зарегистрировано 164 краж, что составляет 22%, из чего следует раскрыто 57, из чего следует раскрываемость всего лишь каждой третьей кражи. Полностью репортаж Элеонора Гилаян смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Временно исполняющим обязанности председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия назначен первый заместитель председателя Лабаху Альяс Михайлович. Инабжбагурам Семенович освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Указом главы государства полковнику Инабжбагураму Семеновичу присвоено очередное специальное звание генерал-майор таможенной службы. Уникальность темы в самом материале. В Абхазском государственном университете защитила докторскую диссертацию Дежин Чурей. Объектом исследования стала этническая культура абхазо-адыгской диаспоры Турции. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Диссертация на тему обрядовой песенно-инструментальной традиции абхазо-адыгской диаспоры в Турции в Абхазии защищается впервые. Поэтому докторская диссертация кандидата филологических наук Дежин Чурей в абхазской научной среде стала целым событием. В защите диссертации принимали участие и северокавказские ученые, которые присутствовали онлайн. Уникальность работы в собранном материале. Так говорят и представители Совета, и сама соискатель Дежин Чурей. Это так комплексное исследование, касается обрядового фольклора, касается инструментальной песни, детский музыкальный фольклор. И это вообще и диаспора, еще два народа, самые близкие, братские, абхазские, адыгские. Это первая работа, я вам говорю, это очень совместимо, несовместимо, все мы могли сделать в одной работе. Предметом исследования выступает та часть этнической культуры абхазо-адыгской диаспоры Турции, которая связана с обрядовой стороной жизни народа. Семейная обрядность, обрядовые песни, музыкальные
музыкальная и танцевальная культура. Многое из того, что исчезло из обихода местных абхазов, сохранилось в диаспоре и стало предметом изучения. Сегодня то, что утрачено, и мы нашли, там есть еще одна проблема, что языковые. Да? Вот там в диаспоре мало кто говорит на своем родном языке, особенно в абхазских селах мы это обратили внимание. Но через вот этот танцевальный фольклор, песенные традиции уже возрождаются новые элементы фольклора. Высоко оценил работу Дежинчурей академик Шота Салакая. Тема интересная, общая традиционная культура у этих народов, связанная с их общим происхождением. И поэтому я думаю, что заинтересует каждого, кто... многие проблемы изучались о связях абхазов с адыгами, но вот сейчас более конкретно, более специально стали подходить к проблеме. Единогласно члены диссертационного совета проголосовали за присвоение Дежинчурей степени доктора филологических наук. Это даст ей возможность дальше и глубже исследовать вопрос. Мы будем дальше работать. Это, я говорила, что дает ответственность, тот статус, чтобы дальше мы учили других и искали тех информаторов, которые сегодня, к сожалению, их очень мало становится. Поэтому я в дальнейшем планирую, конечно, исследовать глубже отдельно танцевальный фольклор абхазов, адыгов, и все выпустить свои труды и делиться своим народом. То направление, которое осваивает сегодня Дежинчурей, смело можно назвать уникальной темой с уникальным подходом. Марианна Котова, Торника Мичба, Абаза ТВ. Подписан международный договор о сотрудничестве в сфере культурной, образовательной и научной деятельности между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования Академия хорового искусства имени Попова и Государственным учреждением Сухумское музыкальное училище имени Чичба. В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие сторон для развития культурных связей, научного обмена, методического сотрудничества и установления основ взаимодействия сторон по следующим направлениям: организации и проведения фестивалей, концертов и конкурсов, мастер-классов и конференций, развития и популяризации вокального и хорового искусства, организации мероприятий по повышению квалификации сторон. Сегодня 70 лет исполняется Рашу Хутаба, чемпиону Европы по вольной борьбе, мастеру спорта СССР международного класса по вольной борьбе, воспитаннику тренера Дзуки Бения. В конце 70-х годов на международных турнирах в Чехословакии, в Германии, в Монголии он выигрывал у призеров чемпионатов мира и Европы. А в начале 80-х Раш Хутаба побеждает в чемпионате СССР, становится обладателем Кубка Канады в Торонто. В составе сборной команды СССР в матче СССР-США выходит победителем. Но главный успех был обеспечен в 1982-м, когда он завоевывает золотую медаль на чемпионате Европы. Сегодня Раш Хутаба – председатель Федерации вольной борьбы Абхазии. В Гудауте ежегодно проходит международный турнир по вольной борьбе на призы чемпиона Европы, СССР, мастера спорта международного класса Раша Хутаба. Дарак вчера дука хайзахет эшефес хап апсат шоу спорт дуана видя и рад хвикуп, но две Саида Гун Боска на Олимпиада на Аз Москва, ахпа бетепанул колет, Денис Сергуш Лондон Олимпиада на Аз ахпа бетепаниклет. А уса чемпион Европа паха Европа тут захинца надал заге раш да чемпион хайзики Чиневью Берзат. Вахд закшва за Урспила, Советский Союз, я амзи пускат зики шипшини якошук за чемпионат Советского Союза. А чемпионат да яй чемпион СССР фатхалай. Наша команде аздаларцан, о Европа тахсаз, Европа где да яй. Да яй такой годно, что международный турнир квакану анза. И ратфена Германии мепис хоза и дачагери мепис Олану део магиум, а международный турнир квахегаз захинджера яйри гон. Яра федерация да хабимзи хипшимак фарана на сабри
спорт высших достижений хюхо, при Олимпия комитет яцана койдиха. Государственный комитет по физической культуре и спорту вы дальшику по уровень. وعادزوت ناس اللي أي حركة خراخيس وناس أي بشحات راح بيحصل بالأولمبياد فيدراسية بيعو زي وراح يبدرت هيكشون ودناقوت بري فيدراسية خداس دناقوت وسكي دالم زيريا исполком هوا بالأولمبيا комитет исполком ويدالن عايق شرعنا براشة عقب بس أولمبياد комитет عقب خطب هيست دولار خيط ну из базара спорта отмедрует нас بعرض فيني درويت خنيجي بشوفه مجزم وإيشوسكي قوب سكالي دسنا غلط أقوب زيرا بخير قلت إيراد فيني تعاد فرقني خد بيزة يراز يقرب زيرا برد فيني بو يرا قوب زيري من بسات قلداقم قوا يوسكو من خيالا خو يويز فيزيجي ويز رجانا خيالا يوس رجانا خيالا قوب سكالا سيدنا حالات أو كشيرك ويايرك واب خايزة يراد فيني قا. Свою жизнь кавалер ордена Агдябша второй и третьей степени Рашхутова посвятил спорту, вольной борьбе. Своим упорством и мастерством добился выдающихся результатов, которые являются примером целеустремленности, упорной борьбы и несгибаемой воли к победе. В нашем субботнем эфире в 19:30 смотрите передачу, посвященную жизненному пути выдающегося спортсмена. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что 11 февраля в связи с подключением нового водовода будет прекращена подача воды во всех районах города Сухум. Подача питьевой воды будет прекращена 10 февраля в 22:00 во всех районах города Сухум, сообщил заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сухум Руслан Авицба. Он также отметил, что работы планируется начать 11 февраля и завершить в течение дня. В завершении выпуска о погоде. В четверг, 11 февраля, в Абхазии переменная облачность. Ночью из-за небольших перепадов температур воздуха и атмосферного давления местами возможен слабый дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 10, днем до плюс 18. Температура морской воды плюс 11. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи.